Учителя не всегда помогают детям развиваться в плане творческого мышления. Какие же альтернативы у нас сегодня? Что мы можем предложить, чтобы детям было интересно и они также развивались? Студенты університету ім'я Пушкіна презентують свій інтерактивний музей навукової думки. Ідея вже отримала перемогу на республіканському конкурсі соціальних проєктів. Тепер автори вирішили її комерціалізувати. К этой идее могут подключиться инвесторы, и мы, соответственно, можем получать из этого деньги. Поэтому мы можем не только учиться в университете, но параллельно и зарабатывать. Я бы хотела в лесном массиве поставить такой домик старинный, просто перевести старинный дом с окрестностей Беловежской пущи, поставить там русскую печку и сделать такой вот просто такой тихий закуток, там, чтобы мы туда пришли, влились вот в это приготовление кухни. Наталя Прокопук з Кам'янецького району до реалізації свого бізнес-проєкту уже приступила. При допомозі сучасного стилю фьюжн господиня лясної агросядиби вирішила популяризувати стародавню білоруську кухню. Мы в равных долях смешиваем продукты и технологии приготовления блюд с тех стран, которые едет ко мне турист. Ну, допустим, с Италии, значит, итальянские блюда, там, с Франции, смешиваем с белорусскими. Предоставляем им смешанное блюдо и предоставляем им наше национальное. Імідж-студія, мобільний додаток, допомога молодим мамам і навіть доставка м'яких цацок на літальному апараті. 10 фіналістів конкурсу намагаються уразити журі оригінальністю ідей, доказати їх життєздольність. Ті ж, у свою чергу, частяком опускають молодих максималістів-романтиків з повітря на землю логічними з вишині опиту бізнес-акул питаннями. Але ніхто не обурається, за тим і прийшли, говорять конкурсанти. Конечно, замечания важны, потому что это люди старше, люди, имеющие опыт, которые могут дать совет, который поможет в будущем. Кожен з членів журі колись так само починав. І не завсюди перші кроки були у потрібним накерунку, кажуть сьогоднішні власники компанії. Зато сьогодні вони докладно ведають, що предпринимальності не навчиш, а ось коли така якість у натури є, її треба розвивати. Самый успешный бизнес в основном вырастает из чего? Из хобби. Если вы умеете хорошо красить бамперы, покрасили себе 5 бамперов, красьте бамперы соседу или коллеге или еще кому-нибудь. Если вам будет нравиться, если вы будете жить этим, то у вас все получится. И наоборот, если это притянутое за уши, если вам кто-то сказал, что все занимаются канцелярскими товарами, и вы этим занимаетесь, потому что все занимаются, у вас может что-то получится, но успеха не будет. Но то, что они уже что-то заявляют, это уже хорошо. Но это программа минимум. Человек смелый, уверенный в себе. И следующее качество, он должен суметь организовать собственную работу без кнута, без звонков, без начальника. И далее суметь организовать работу хотя бы 3 человек. Если он сможет организовать себя и коллектив из 3 человек, и это будет успешно, и это будет работать, дальше количество людей не имеет значения. Наявність предпринимальницької жилки, оригінальної ідеї і жадання розвиватися обов'язково приведуть до поспіху, говорять бізнесмени. А спосилки на перешкоди з розряду відомої примовки про дренного танцора. Я была в разных странах, и не просто как турист. Я общалась с местным населением. В каждой стране есть свои нюансы. Есть страны более благоприятные для бизнеса, есть менее благоприятные. Есть особенности ведения бизнеса в Беларуси. Но это наша страна, мы здесь живем, и поэтому жить будем по законам, которые есть здесь. Переможці регіонального фіналу отримають призи від бізнес-школи ІПМ, а головне – поради опитних бізнесменів і, можливо, інвесторів. Все участники данного конкурса, они получают очень хорошую поддержку предприятий, ведущих Брестской области в данном случае. И для самих предпринимателей это тоже, в принципе, очень удобно. Они выбирают лучших конкурсантов, поддерживают их потом и в результате пытаются реализовывать какие-то актуальные, очень адаптируемые для Беларуси проекты. В Брестской области у нас больше всего количество участников данного конкурса. И прошлогодний финалист нашего регионального финала, он выиграл республиканский финал. Это проект развития агротуризма. Хто у гэтым годзе придумав лепшую ідею для бізнесу, визначить республіканський фінал. Він пройде у маї у Мінську. Аліса Григорчук, Юрій Плінда, телерадіокомпанія «Брест».